Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. А тема сегодня звучит так. Что вас ждет, что по судьбе на следующей неделе? Чем удивят, чем порадуют следующие 7 дней? Если тема интересна, загадайте на себя, назовите свое имя, так и спросите, что ждет, что по судьбе на будущей неделе. Я думаю, все уже настроились. Убираем Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Так, интенсивная неделя у вас идет. У вас тут и троечка, и четверочка, и даже шестерочка. Угу. Очень много какой-то совместной работы. Вот с кем-то вместе, в тандеме, в паре, в коллективе. Вот когда человек один, тяжело, не все получается. А когда несколько людей, ну все прям идеально складывается. Так люди хорошо друг друга дополняют, вот, слышат друг друга, ощущают друг друга, в одном направлении думают. Очень удачно, если вы вместе, совместно с кем-то будете заниматься вопросами, делами, работой заниматься. Все получится, все будет хорошо. Вот прям коммуникации на высшем уровне. Легко будет договариваться с людьми, вы слышите и вас слышат. И вот друг друга вы дополняете, поддерживаете и очень удачно делаете дела. Так, вот на семью, пожалуйста, обратите внимание, кто в семье живет. Либо у кого большая семья, там родственники, родители, много-много людей я вижу. Могут быть какие-то мероприятия, либо планирование мероприятий. Смотрите, не поругайтесь. Здесь у каждого свое видение, здесь у каждого свои какие-то идеи, и каждый будет настаивать. Понятно, что очень сложно угодить всем, но постарайтесь не допускать ссоров и конфликтов между людьми. Смотрите, повод прекрасный повод для мероприятия, но из-за того, что каждый тянет одеяло на себя, можно поругаться. Не вы ругаетесь, ваши вот родственники между собой могут поругаться, а вы должны вот пресекать все эти моменты, острые моменты. У вас получится. Тем более, видите, как на этой неделе вы прям, какой коммуникатор у нас. Так, муж, возлюбленный, жених. Мужчина как-то немножко тоскует на этой неделе. То ли со здоровьем могут быть проблемы, то ли стрессы, какая-то усталость даже может быть. Девочки, я вас заклинаю, не трогайте его лишний раз. Понятно, что, может, там пообещал, должен что-то делать, там помогать вам должен. Но на этой неделе, пожалуйста, оставьте его в покое. Что нужно? Поддержите, не знаю, по голове его погладите, за ухом почешите. Там, если он что-то любит, там, не знаю, вкусненькое, да, приготовьте вы ему. Ему очень важно ощущать ваше тепло, вашу поддержку. Если вы в доверительных отношениях, мужчина вам все расскажет. Обязательно расскажет, совета вашего попросит. Посидите, подумайте, придумайте, как решить его проблему. Если проблемы со здоровьем, приболеть может, да, человек там спину потянул, вирус подцепил. Здесь хорошие, заботливые ручки быстро его поставят на ноги. Любовь ему нужна, любовь и забота. Не надо, не трогайте его. Он все свои дела, там, все свои обещания он потом сделает. Не на этой неделе, так на следующей. А сейчас ему нужен покой. Покой, поддержка, любовь и забота. Так, а кто встречается? Девочки, возможно, у мужчины действительно какие-то запары, не будет успевать, да, либо не будет вам уделять столько времени, сколько уделял обычно. Не надо ревновать, не нужно себя накручивать, там думать, ой, другая баба появилась, либо он ко мне интерес потерял. Это не так. Человек просто действительно замотался, очень много дел, мы ж не железные, да, мы не роботы.
Все, и мужчины, и женщины. С каждым это может произойти. Знаете, что он вас любит, он о вас думает. Вы там ему периодически там смайлики посылаете, он обязательно будет вам отвечать. Может быть, не успеет там позвонить, либо там раз в день будет звонить. Но, тем не менее, на смайлике, там, на смс-очке он будет вам отвечать. Попробуйте немножко обыграть эту тему. Да? Пусть это не будет прям такой постоянный прямой контакт. Пусть это будет вот обмен смайлами, да? Либо там маленькими смс-очками, очень милыми и добрыми. Так, дальше идем. У кого запланированы какие-то очень важные дела, может быть, с госорганами, с банками, вот с какими-то учреждениями, учреждения идут. А вы вот как готовитесь, как к бою готовитесь. Доспехи начищаете. Значит, мои хорошие, все пройдет очень гладко, очень быстро, и вы даже не успеете испугаться. Вот вы себя так настроили, что ох, в бой иду, там придется что-то там пробивать, добиваться, прочее, прочее. Нет, все как-то легко, так обыденно пройдет. Вы придете, там документик дадите, вам сразу следующий выдадут, да, быстро все пойдет. Фу-фу-фу. Здесь проблем я у вас не вижу. Единственное, что обращайте внимание на орфографические ошибки. Орфография и вот цифры. Нолики, запятые, вот эти важные вещи, да, чтобы не было ошибки. Ошибка идет как механическая, ну, как опечатка может быть, да, это важно, чтобы вам потом лишний раз не ходить, не переделывать, голову не морочить. Лучше сразу читайте, вот прям читайте, вот вчитывайтесь в каждое слово, чтобы нигде никаких ошибок не было. Особенно имена, суммы, цифры, даты. Да, вот это обязательно проверяйте. Так, человек на букву А. Либо имя, либо фамилия, будет вас очень удивлять. Удивлять своими какими-то поступками, либо мыслями, какой-то даже подачей. Не могу сказать, кем приходится вам этот человек, вообще мужчина это или женщина, но у вас будет какое-то легкое шоковое состояние от этого человека. Да, все иногда мы чудим. Ну, вот так устроены люди. Вы тоже чудите. Да, но просто за собой не замечаете. Делайте поблажку этому человеку, пусть чудит дальше, почудит и успокоится. Так, а главное, ничего важного этому человеку не доверяйте. Подведет, пить дать подведет, причем не специально, вот честно говорю, не специально, но подведет. Если вы уже доверились этому человеку, ну тогда постарайтесь подстраховаться. Потому что дел с этим человеком не получится на этой неделе, совершенно не получится. Так, следующий момент. Кто-то будет проходить косметические процедуры, маникюр, педикюр, там бровки, реснички, может быть даже какие-нибудь там масочки, массажики. Вот вы пойдете, может быть, пойдете к тому же специалисту, что и раньше ходили, но специалист какой-то вяленький будет. Ну, вот реально вяленький, может быть, даже не совсем качественно вам окажет услугу. А вы вроде как общаетесь, дружите, может быть, там, в хороших отношениях. Слушайте, не стесняйтесь указать на ошибки. Не стесняйтесь не возмущаться, а просто вот предъявить, да, что вот там, много ты мне не так сделала, да, либо там мне не нравится вот форма там, бровей, допустим, да, как ты мне сделала, либо реснички там реденькие ты мне наклеила. Вот ничего тут крамольного нет, человек вполне адекватный, я так понимаю, что и сразу же и переделает хорошо. Иногда бывает такое, иногда бывают такие накладки. Опять же, мы не роботы, все в жизни бывает. Главное не молчать. А то, знаете, вам сделают, вам не понравится, вы уйдете с плохим настроением, потом будете думать, дуться, еще потом другого специалиста начнете искать. Вот. А тут просто человек, ну промахнулся, да? Со всеми бывает. Так. Вот соседи какие-то интересные. То ли новые соседи, то ли вы познакомитесь с соседями, может, давно жили вместе, ну, как видели, а знать не знали. Разговор с соседями идет. Причем вы будете в восторге от этих людей, какие хорошие люди, может быть, даже полезные люди, как полезным контактом обзаведетесь. Случайно, то ли в лифте столкнетесь, может быть, там у подъезда. Разговоритесь, познакомитесь. Так.
Работа. На работе. На работе, в принципе, у вас все спокойно, тут гладко. Единственное, что меня смущает, человечек один у вас в коллективе. Либо, ну, как коллега, может быть, начальник, начальница, либо ваш подчиненный, подчиненная. У человека что-то к вам тут претензии, что-то недоволен этот человек вами, может пакостить и может специально саботировать. Ну, например, если это ваш сотрудник, либо если это ваш коллега-начальник, могут даже на вам накидывать какие-то дополнительные задания, критику можете услышать в свой адрес. Но такое, знаете, вот типа завуалированное. Вот, так и подумайте, может, мне кажется, нет, вам не кажется, нет, вам не кажется, этот человек вами недоволен, что-то, кстати, против вас, может, и замышляет, вынашивает даже. Присмотритесь к этому человеку, если вы с этим человеком, в принципе, в хороших отношениях, ну, поговорите честно напрямую, так и спросите, что тебе надо, что случилось. Да, мы люди, мы должны все обсуждать. Если какие-то претензии ко мне, ну, так скажи мне эти претензии в глаза, да, зачем же это все делать? Вот, либо разговор, либо, ну, будьте начеку, потому что мне не очень нравится, как этот человек на вас посматривает. Так, с детьми. Маленькие дети, хорошие, послушные цветочки нашей жизни, спокойненько себя ведут, ходят там в школу, садик, да, вас особо проблемами не удручают. А вот детки немножко постарше, здесь могут быть какие-то капризы, просьбы могут быть, да, купи мне то, купи мне сё, а там у моей подруги есть, у моего друга есть, а почему вы мне не покупаете, а значит вы меня не любите. Ну, вымогательство, да, такое вот детское вымогательство, с этим можете столкнуться. Значит, ругаться тоже не надо, нужно все объяснять. Вот вы думаете, ребенок ваш маленький, ничего не понимает. Да все они понимают. Они, знаете, какие все продвинутые. Вот. Так и объясняйте. Показывайте счета, показывайте чеки, там, например, с магазина и говорите, вот, видишь, сколько надо денежек отдать, чтобы прожить. Да. А, например, там какой-нибудь крутой телефон, либо там планшет, чем они там увлекаются, это вот наш там 3-месячный, либо 5-месячный бюджет. Ну, что мы будем делать? Говорите, как есть, не надо стесняться. Это нормально, ваш ребенок вас поймет. Может быть, не с первого раза, может быть, не сразу, может быть, даже сделает вид, что не понимает, но тем не менее, я вижу, что ваши слова, вот такие вразумительные, вразумляющие, вернее, слова, они дойдут до вашего ребенка. Так. Собачка, вот смотрите, чья-то вышла. У кого были проблемы? Там, может быть, собачка болела, может быть, она где-то была, да, там, на передержке, либо у кого-то находилась. Я вижу тут счастливую встречу с собачкой, да, либо собачка здоровая, все хорошо. У вас вот прям радость от общения с животным. Может быть, вы будете общаться с чьим-то животным, прям удовольствие получите. Так. Интересно, вышла пожилая женщина, которая готовит для вас подарок. Подарок. Вы знаете, что-то ценное. Вот правда ценное, дорогое готовит. Может быть, не совсем в вашем стиле, либо не совсем вам по вкусу, но это ценная вещь. Пожалуйста, не показывайте, что вам, ну, не совсем нравится, да, либо в принципе не нравится. Не надо этого показывать. Поблагодарите сердечно. Вот, а потом можете делать с этой вещью, либо с этим предметом что угодно. Но я сразу хочу предупредить, это дорогая вещь, дорогая и ценная. Принимайте, она, вот знаете, прямо готовилась, она подбирала на свой вкус, но вкусы у вас разные. Сделает вам подарок, может быть, даже вам придется ехать за этим подарком, может быть, вы не хотите ехать, но поезжайте, подарок того стоит. Почему-то вот идет информация, что этот подарок вам когда-нибудь в будущем пригодится. В будущем, не сейчас, но в будущем пригодится. Так. Какие-то обновки идут, но не для вас, для другого человека. Будьте аккуратны с покупками в интернете, либо на глаз. Лучше не рисковать. Потому что, видите, человек выглядит смешно. Как, знаете, как Арлекино, да? Длинные рукава, короткие штанишки.
что-то не то вы можете купить, либо рискуете что-то не то купить. Причем не себе, видите, как не себе покупаете. Может быть ребенку, может быть любимому человеку, может быть там родителям что-то будете покупать. Эта вещь не подойдет. Хотите купить, идите там, где можно примерить. Если будете через интернет покупать, ну лучше заранее, где продается вот магазин, да, там, может быть, рынок, где вы покупаете, померяйте, а потом уже заказывайте в интернете. Потому что может не подойти, скорее всего, не подойдет. И, кстати, потом могут быть даже проблемы с возвратом. Да, либо перед покупкой в интернете, например, проверяйте условия возврата. Возможен ли возврат, как это все происходит, чтобы не было неприятностей. А то, знаете, как риск есть. Вещь не подойдет, и вернуть вы не сможете, и деньги ваши просто так улетучатся. Так. Вот здесь у меня 3 человечка встречаются, общаются, очень весело проводят время. Либо вы пойдете в гости, например, к подругам своим, либо подруги к вам придут, а может быть вы где-то вообще на нейтральной территории встретитесь, посидите, поговорите. Планируйте себе побольше времени на это мероприятие. Вы так душевно сидеть будете, что вы будете несколько раз продолжать. Да? Вот вроде как время уходить, но уходить совсем не хочется. Вот, прям как в удовольствие вы находитесь в этом коллективчике маленьком. Поэтому, мои хорошие, планируйте заранее и отводите себе на несколько часов дольше времени. Так, какие-то непростые новости будут, непростые. В плане, то ли они меняться будут, то ли что-то, вы знаете, как каша-малаша. Очень сложно будет разобраться, что на самом деле происходит. Поэтому, мои хорошие, реагируйте на новости дозированно, да, дозированно. Либо смотрите, там, не знаю, с утра и уже поздно вечером, когда ситуация более-менее как уравновесится и устаканится. Если вы следите за новостями, если вы человек, такой желающий быть в курсе всего и сразу, на этой неделе просто взрыв мозга идет. Вот настолько противоречивые новости будут приходить. Вот прям как с каждым часом ситуация будет меняться, новостная лента будет меняться, и вы просто запутаетесь. Кстати, да, и мигрень может это все вызвать у вас. Переживания, мигрень, и нехорошие такие состояния. И оградите пожилых людей, пожалуйста. Оградите от телевизора, от где интернет, радио. Не знаю, работает ли сейчас радио. Хотя, думаю, работает, почему нет. Вот если ваши родители особенно увлекаются политикой, да, пожилые родители, там, бабушки, дедушки, старайтесь делать что угодно, но чтобы они в эту неделю не имели прямого доступа к средствам информации и связи. Потому что вы-то, может, еще и выдержите, да, выйдете с мигренью, а вот пожилой родственник даже может и серьезно пострадать. Пострадать вот именно по здоровью. Могут спровоцироваться очень даже нехорошие состояния. Не дай бог, конечно. Поэтому я вас предупреждаю. Ограничить. Я не знаю, хотите, провода отрежьте, да, там интернетные провода отрежьте. Пока там мастера придут, починят, время уйдет. Но у кого-то прям неприятность может из-за этого быть. Потом сами себя будете ругать, что не предусмотрели эту ситуацию. Не дай бог, конечно, но я вас предупредила. Так, обувь выходит. Обувь. Какие-то могут быть не очень приятные моменты с обувью. То ли промокнуть обувь может, то ли, знаете, как каблук может отвалиться. Если вдруг у вас какое-то важное мероприятие, вы с вечера проверяйте свою обувь, все ли там хорошо, нет ли каких-то проблем. И если у вас есть возможность, пусть у вас будет сменка с собой. Либо на работу отнесите, да, на всякий крайний пожарный случай, пусть лежит сменка. Либо, если у вас есть автомобиль, пусть лежит у вас автомобиль, на всякий крайний случай. Вот это важно. Почему-то прям обувь идет проблемой. Либо как проблемы из-за обуви могут быть. Так. Пожалуй, все, мои хорошие. В принципе, неделя интересная.
Здесь я вижу, что вы блеснете, здесь я вижу, что у вас, как видите, и возможности появятся, и предложения хорошие будут, и люди вас будут окружать, тоже очень такие прям на вас похожи, с ними легко будет договориться, легко дела порешать, но берегите своих пожилых людей, себя берегите от всякой информации ненужной, спорной, и, конечно же, старайтесь договариваться со своими детьми. Любимого своего на ножки поставьте. Это важно. Это важно. Знаете, вот за вашу заботу он вас, знаете, как отблагодарит. Будет долго еще вспоминать, какая вы хорошая, заботливая. Всем на свете расскажет, что вы самая лучшая жена. Да. Так что поухаживайте за ним и не требуйте от него слишком многого. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.